В Нерюнгринском районе отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Анализ заболеваемости за последние 3 недели текущего года выявил резкий прирост ОРВИ и гриппа среди, в первую очередь, детского населения. С 10 по 16 ноября заболеваемость детей возрастной категории от 0 до 17 лет составила в абсолютных цифрах 517 человек, что в 1,5 раза превысило заболеваемость предыдущей недели. С 17 по 20 ноября общее количество заболевших детей составило 1206 человек. Превышение эпидемического порога заболеваемости по ОРВИ по детскому контингенту возрастной категории от 3 до 6 лет составило 23%, в возрастной категории от 7 до 17 лет на 230%, в 3,3 раза. Ощутимо, значимо повысился уровень заболеваемости в районе среди детского населения. В понедельник, 17 числа, у нас уже было порядка 230 вызовов на детскую поликлинику. Пришлось нам организовать в срочном порядке дополнительные бригады медицинских работников для обслуживания этих вызовов. Выгнали 4 дополнительные бригады в город. Помимо участковых педиатров они обслуживали вызова. Также мы здесь на базе детской поликлиники 3 кабинета неотложной помощи у нас функционируют в первой половине дня и 1 кабинет во второй половине дня, чтобы пациенты могли попасть день в день на прием к врачу и получить рекомендации по лечению. Соответственно, оценить тяжесть состояния, если она средней степени, то решить вопрос о госпитализации. Отмечается тяжелое протекание патологического процесса у заболевших острыми респираторными инфекциями с резким подъемом температуры тела заболевшего до 39-40 градусов, выраженным интоксикационным синдромом. Отмечается осложнение течения заболевания ОРВИ у детей с вовлечением в процесс слухового аппарата, гайморовых пазух с присоединением патогенной и условно-патогенной бактериальной микрофлоры, а также развитие осложнений в виде пневмонии. Для профилактики осложнений случаев гриппа проводится сезонная вакцинация против гриппа. Все это об этом знают, конечно же. Чтобы профилактировать заболевания, скажем так, на бытовом уровне, в период подъема заболеваемости всем рекомендуем воздержаться от посещения мест большого скопления людей, магазинов, торговых центров по возможности, особенно детей, потому что дети наиболее восприимчивый контингент населения, скажем так. Если вдруг случилось так, что у ребенка отмечаются признаки ОРЗ, высокая температура, кашель, насморк, то, конечно же, нужно обратиться к врачу по данному поводу. Не старайтесь ребенка вводить в организованный коллектив, потому что там, скорее всего, заболеют другие дети. И если высокая температура будет у вас подниматься до фебрильных цифр, выше 38,5, то, конечно, лучше давать жаропонижающие препараты, такие как ибупрофен, парацетамол. Это наиболее самые распространенные препараты для снижения температуры. И обратиться к врачу, либо вызвать врача на дом, либо обратиться в кабинет неотложной помощи, либо к своему участковому педиатру. По результатам лабораторной диагностики ПЦР на территории Нерюнгринского района выявлен 41 случай гриппа группы А. Также выявляются случаи парагриппозных инфекций, ведущими из которых по району являются парагрипп, аденовирус, риновирус, метапневмовирус. В связи с сохраняющейся нестабильной эпидемиологической ситуацией, угрозой массового распространения заболевания в организованных коллективах, в целях снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов и обеспечения эпидемиологического благополучия по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Нерюнгринском районе 21 ноября было проведено заочное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Нерюнгринского района. Было принято решение о переводе на дистанционную форму обучения первых 8 классов общеобразовательных учреждений, а также всех форм дополнительного образования и ограничения проведения массовых мероприятий с участием детей до 17 лет в период с 24 ноября и до особого распоряжения. Первичный, предварительный анализ эпидситуации будет проводиться 1 декабря по итогам ограничительных мер за текущую неделю.
Что касается взрослого населения, зачастую они переносят заболевания на ногах, что может вызвать серьезные осложнения. У нас активно идет прирост, начиная с прошлой недели, по количеству обращений в поликлинику по поводу заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, то есть те наши самые простудные заболевания, как обращения, так и вызова на дом. С 1 ноября по 16 ноября вызовов на дом было 102, из них по поводу высокой температуры и со всеми остальными признаками простудных заболеваний 33. По обращениям в поликлинику 3487 обращений, из них всего 332 это как раз-таки заболевания простудные наши. Ну и чтобы для понимания динамики, в неделю с 3 ноября по 9 ноября у нас было всего 75 вызовов, из них 14 ОРВИ. Соответственно, у нас идет активный прирост заболеваемости, в связи с чем мы просим соблюдать меры, так сказать, предосторожности в наших всех общественных местах, заведениях, соблюдать масочный режим, особенно уделять внимание людям, которые имеют хронические заболевания, обязательно обработка рук по возвращению домой, соблюдение режима сна и бодрствования, то есть достаточный сон, хорошее питание, в идеале витаминотерапия. Если мы говорим про уже случившуюся простуду, соответственно, при повышении температуры вы можете обратиться в поликлинику для взрослых самостоятельно. Обратившись в регистратуру, вас направят в кабинет неотложной помощи, который работает с 8 утра до 8 вечера. И таким же образом вы можете вызвать врача на дом по единому номеру 122, добавочный 2 и 2. Для того, чтобы, допустим, сбить температуру, если она действительно очень высокая, это случилось в ночное время. Если температура очень высокая, вызываем скорую. Если же температура невысокая, можно принять парацетамол либо ибупрофен, он же ибуклин, и до утра спокойно, так сказать, сбивать ее таким образом, а утром уже обращаться к врачу. В случае появления признаков ОРВИ не следует посещать работу, учебу. Необходимо вызвать на дом врача и выполнять назначенное лечение. При тяжелой форме заболевания в любое время суток стоит вызвать скорую помощь и не отказываться от предложенной госпитализации. Действительно, количество вызовов скорой помощи выросло в разы за последнее время. Это связано с тем, что фиксируется значительный рост заболеваемости острой респираторно-вирусных инфекций. Так, например, за последние 3 суток количество вызовов составило у нас около 242 вызова, из них 70 это по ОРВИ, и большинство это у нас детей. За сутки в среднем бригады скорой помощи обслуживают от 94 до 87 вызовов. Из них у нас фиксировалось 27 по ОРВИ, это за сутки. Это сезонное заболевание, которое, безусловно, создает повышенную нагрузку на бригады скорой помощи. Работают практически без перерыва, чтобы помочь каждому, кто нуждается в медицинской помощи. Одним из часто задаваемых вопросов от населения, почему скорая помощь не делает укол для снижения температуры. Хочу объяснить. Наша вся медицинская помощь на этапе скорой медицинской помощи основана на основании наших клинических рекомендаций. Да? То есть у нас есть алгоритмы оказания скорой неотложной медицинской помощи от 2023 года, на основании которых в медицинской помощи предусмотрены жаропонижающие препараты, одним из которых является парацетамол. Бригада скорой помощи делает инъекцию жаропонижающую только в исключительных случаях. То есть если идет какое-то жизнеугрожающее состояние, если у ребенка фибрильные судороги, если идет гипертермический синдром, то есть многократно неукротимая рвота и прием препарата внутрь невозможен. Во всех остальных случаях это неоправданная мера, так как препараты, входящие в состав литической смеси, имеют множество противопоказаний, особенно для детского возраста. Медработники скорой медицинской помощи строго обязаны соблюдать клинические рекомендации Министерства здравоохранения. Подводя итог, хочу призвать граждан своевременно обращаться за медицинской помощью. В частности, после вызова скорой помощи в дальнейшем обращаться, то есть за лечением в поликлинику к терапевтам, педиатрам, то есть вызов на дом.
Потому что очень часто бывает то, что люди по каким-то причинам не могут обратиться или не обращаются. Использовать правильно жаропонижающие препараты согласно инструкциям. Скорая медицинская помощь не занимается назначением лечения, так как мы приехали, пациента осмотрели, первую помощь оказали, при необходимости госпитализировали. То есть мы далее не наблюдаем пациента, поэтому надо, чтобы человек обязательно, если он не госпитализирован, чтобы он обращался самостоятельно. Мы не занимаемся открытием больничных листов. Это также не входит в обязанности скорой помощи, так как мы экстренная служба. Мы оказываем только экстренную, скорую и неотложную помощь при угрожающих жизни состояниях. Для профилактики ОРВИ гриппа врачи советуют проводить вакцинацию. У привитого человека вероятность заражения как минимум в 3-4 раза ниже, чем у непривитого. По вакцинации у нас охват в целом по населению составил более 72%. Детский контингент вакцинирован по сравнению с плановыми показателями на 97%. Однако все-таки остается та незначительная прослойка детей, которая позволяет заболеванию распространяться. И что характерно, опять-таки, для текущей версии заболевания, что болеют в основном люди, которые не вакцинированы. То есть у нас вирус гриппа и его серьезное сложное течение регистрируется у людей, которые вакцинацию не прошли. Это еще один момент в пользу того, что необходимо вакцинироваться для того, чтобы защитить себя. Даже если ты заболеваешь гриппом, все равно течение заболевания будет более легким и значительно ниже риски по возникновению серьезных осложнений в виде больничных пневмоний. Поэтому еще раз призываю всех все-таки пройти вакцинацию. Сколько там осталось у нас плановых показателей, там 2500 доз, около того. Людям рекомендуется пройти эту вакцинацию для того, чтобы себя максимально обезопасить.